Этому платью более 120 лет. Оно хранится в Доме-музее истории, быта и культуры крымских татар в городе Эскихарам. Для хозяйки музея Эльвиры Бариевой это платье – самый дорогой экспонат, ведь оно принадлежало ее бабушке Инает Ришидовой, которой, в свою очередь, оно досталось еще от матери. Вместе с Инает ханым это платье пережило все трудности крымско-татарского народа, в том числе раскулачивание, высылку на Урал и депортацию 1944 года. В Наманганской области Узбекистана это платье уберегло семью Инает ханым от голодной смерти. Все атрибуты этого платья, это пуговицы, замочки, крючочки были золотыми. И в тяжелый момент, когда нужно было что-то купить, чтобы поесть, вырезалась по одной пуговичке, бабушка вырезала, продавала и меняла на хлеб. Инает ханым надевала это платье только в праздничные дни. Она носила его вместе с фартуком пештимал и головным убором марама. Дополняли образ пояс с серебряной пряжкой кушак и кисет. Весь наряд украшен национальной вышивкой в технике маклама. Так как изделия, вышитые золотой нитью, нельзя было стирать, они приходили в негодность, вот на определенной тесьме вышивали. И если нужно было стирать, отпарывали, а потом опять зашивали. Инает Ришидова была из богатой семьи. Она читала Коран, знала несколько языков, в том числе русский и французский, а также умела ездить верхом и стрелять из ружья. Так как у них были большие отары овец, и ей с сестрой приходилось даже заниматься тем, что вот, чтобы у них не украли, умели они стрелять с ружья. Она рассказывала, что как-то нагрянули воры, и они через форточку с сестрой напугали. Но больше всего Инает Ришидова любила Крым. И когда уже заболела, мои родители хотели приехать в Крым, ну тогда уже разрешали поехать, уехать в Крым, поотдыхать. Попросила, чтобы из Крыма привезли ей землю. И вот это вот, я еще ребенком была и не понимала, почему в углу у нее в мешочке вот эта земля, никому она ее не давала. И у нее весиет было, чтобы, когда ее похоронили, первой землей была вот эта земля. Это мне запомнилось с детства на всю жизнь. У Инает Ришидовой было 5 детей, 4 из них вернулись в Крым, как и платье, спасшее им жизнь.